За медицинской помощью с укусами клещей за прошедшую неделю в Коми обратилось 178 человек, в том числе 14 детей. Несмотря на то, что самый пик активности членистоногих уже прошел, расслабляться рано, говорят специалисты. О том, какая опасность все еще может поджидать любителей прогулок и пикников на природе, расскажет Ксения Лосева. Первые клещи появляются на поверхности почвы уже в середине апреля, когда начинает пригревать солнце. С приходом тепла их число стремительно растет, а пик приходится на середину мая, конец июня. Тогда и погода благоволит, да и сами люди начинают активно выезжать на природу. В июле количество вредителей уменьшается, а вот их поведение становится агрессивнее. Они почти сразу присасываются к жертве, не гуляя по телу в поисках лучшего места. А еще содержат в себе больше вируса, который вызывает тяжелые формы клещевого энцефалита. Первые признаки, они, скажем так, разнообразны, то есть повышение температуры кратки, то есть до просто недомогания, скажем так. Вот. И пациенту будет трудно определить, что я заболел энцефалитом. То есть, поэтому прежде всего необходимо следить за тем, чтобы осматривать себя после похода на дачу, на природу, то есть нет ли присасывания клеща. Всего с начала сезона в медицинские учреждения Коми обратилось 2656 пострадавших от укусов клещей. Более 400 из них – дети. Бороться с врагом хоть и с трудом, но можно, причем разными способами. Один из них – акарицидное опрыскивание общественных территорий. Только в одном Сыктывкаре в начале сезона было обработано 18 территорий общей площадью больше 19 гектаров. Обрабатываем, потом через 20 дней мы проверяем, на данной территории есть или нет данные, получается, клещи. Если есть, то повторную обработку делаем. И такие проверки каждые 20 дней в течение всего летнего периода. Впрочем, от клещей в лесу или на даче это не убережет. Здесь снизить риск заражения клещевым энцефалитом поможет прививка. Правда, на этот сезон делать ее уже поздно. Для формирования иммунитета необходимо пройти полный курс вакцинации, куда входят 3 укола. И начинать нужно осенью. Если вдруг, чтобы не было такой ситуации, что пациент сделал одну, и у него факт присасывания клеща, это очень сложная ситуация в плане, что с ним делать дальше. С одной стороны, и антител еще недостаточно. С другой стороны, введение таким пациентам дополнительно иммуноглобулина может привести к очень серьезным проблемам и последствиям для здоровья у этого пациента. И у нас, к сожалению, опыт такой был. Если избежать встречи с кровососущим все же не удалось, медики рекомендуют как можно быстрее обратиться в больницу. В неумелых руках голова паразита отрывается и остается в коже пострадавшего. В таком случае исследовать клеща на наличие возбудителя болезни будет невозможно. Кроме того, для введения иммуноглобулина для профилактики энцефалита всего 4 суток. Впрочем, что радует, говорят специалисты, в последние годы люди стали грамотнее и членистоногого несут на себе в травмпункт. А еще ответственно подходят к вопросу вакцинации. Ксения Лосева, Артем Соколов, телеканал Юрган, Сыктывкар.